физкультура, надо понять, вообще никто не задается простым вопросом, для чего нужен этот предмет. Все уже привыкли вот так. Вот смотрите, немцы, я как посмотрел, что у них в школах творится, какая физкультура, это просто чудо. А вспомните начало века 20-го, немецкая или австрийская физкультура. Это же вот все, ein, zwei, drei, вот эти все гимнастики, все по счету, все по командам. Почему? Потому что была политика государства, готовить солдат. Все должно быть четко, прямо, налево, направо, вперед. Сейчас такого нет, сейчас давно нет. Вот там интересная статья была на немецком языке, сейчас благо есть же перевод, кнопка, да, вот перевод, почитал. Так они об этом и пишут. Да, говорит, было у нас вот так, а сейчас, говорит, у нас новые тенденции, новые вот эти поиски. Там люди думают и ищут, они вот так вот. И сейчас там столько игр, и там играют дети. А ребенок же, он немецкий ребенок, допустим, он играет, он же не может специально как-то мимику свою сделать. Это ребенок, когда уже видно, что это лицо счастьем светится, понимаете, в чем дело. А у нас чего? На первый, второй раз считаясь, прыжок через козла. Весь зал, весь класс стоит, ждет, пока этот кто-то один прыгнет через козла. У нас столько проблем, это мама не горюй. Я вел повышение квалификации для педагогов, учителей физкультуры Самарской области. У меня 2 курса было. Вот. Они мне звонят, они мне рассказывают, что у нас творится. Я не знаю, как в других регионах, но у нас это просто беда. Во-первых, все боятся, какая травмоопасность. Поубирали вся и все из залов. Можно только строем ходить и песни петь. Зачем это надо? К чему это надо? Можно же варьировать, можно немножко головой подумать, как это исправить. Да можно, конечно, если голова есть на плечах и в ней мозги есть. Можно, допустим, вот урок физкультуры заменить на преподавание настольных игр. Вот сейчас многие говорят возродить шахматы в школе. Это опять же полная ерунда. Опять по спортивному мы принципу идем. Ребят, шахматы это одна игра. Настольных игр я вам тоже могу 1000 привести. Всех народов, в разных времен. Вот просто, я сейчас не буду сложные, конечно, называть игры. Но вот возьмите наши шашки, русские шашки. Вот. Возьмите поддавки, то есть это шашки наоборот, понимаете? Возьмите столбовые шашки, это наше все русское, столбовые шашки. Вот. Что такое, можете в интернете набрать, почитать. Возьмите 4 волка и козленок, шашечная игра. Возьмите там циклические шашки, потом казачьи шашки, турецкие шашки, это все, что связано с шашками. А начинать можно играть в Чапаева шашки. Когда мы щелкаем, это мелкая моторика, и чтобы полностью игру проиграть Чапаева, часа 2 уйдет. А если ребенок с детства играет, допустим, месяц в одну игру, потом бах, в другую, там уже надо по-другому думать, потом в третью, вот так из месяца в месяц, ему менять. Представляете, какое у него будет мышление? Есть такое понятие эвристическое мышление, оно тренируется. А шахматы мы обучаем одной игре, и все. И в рамках этой игры мы просто дальше до конца жизни учим комбинации на комбинацию и так далее. А здесь вообще мозг по-другому работает. Возьмите Суракарта, Фанарона возьмите, там, понимаете? Да там столько всего, что... И даже шахматные игры, там же не обязательно вот та расстановка, которая есть. Вот. Там бесконечность. Почему вот это детям не дать? И потом в шахматы кто будет играть из класса, допустим, в 25 человек? 3, 4 понравятся шахматы, остальным не понравится. Это я вам 100% гарантирую. А здесь выбор есть. Здесь одним одно может понравиться, другим другое, третьим третье. Там Манкала может понравиться. Вот я не ожидал, что девчонкам понравится игра в камешки, где надо постоянно считать. Думаю, девчонки не любят. Нет, наоборот. Вот только им и давай. Понимаете? Ребенок может выбрать. Допустим, вот у меня сколько? У меня штук 70 настольных вот этих старинных игр. Но у меня уже есть что предложить ребенку, чтобы он так вот, понимаете, одно, другое, третье, четвертое, и так далее. Физкультура, она же чем отличается от спорта. Спорт всегда что-то одно. Физкультура уже в своей структуре, это уже разнообразие, даже то, что есть, да. Это бег, легкая атлетика, прыжки в длину, разные дистанции беговые, прыжок в высоту, в длину, метание этого, на точность, на дальность, лыжи. Это уже разнообразие. Так вот хотя бы вот это надо думать, и вот на это разнообразие работать. И, конечно, здесь в первую очередь игры нужно давать. Чем больше будет движения ребенок с детства осваивать, тем, значит, он будет более
как бы приспосабливаемый к этой жизни, будет более у него гибкая психика, что ли, вот так вот скажем. Вот, допустим, высший балл, к сожалению, не дается на физкультурах официально высший балл. Ну, в младших классах он дается. А вот у меня где-то уже около полтинника, около 50 игр разных, ну, где надо вышибать. Понимаете, что дело? Разные. А вышибание — это уход от удара, это вот надо уворачиваться, это надо думать, принимать решения за долю секунды. Это здорово, это, еще раз говорю, гибкая психика. У человека не будет тупиковых ситуаций дальше по жизни. Он всегда будет думать, рассуждать, он будет как-то веселее, покуражнее к этой жизни относиться. Это же не 3 подхода по 30 раз, там думать-то не надо. Там мясо работает, вот эти мышцы, там, допустим, приседания и все. А здесь же всегда принятие решений, ситуация каждый раз меняется. Но это я про игру говорю. Понимаете, вот это очень важно. Поэтому какой спорт? Надо учитывать, надо понимать, где мы живем, какая наша история нашей страны, нашего народа, чему учат те или иные игры. Вот давайте возьмем наши основные любимые игры. Прятки, войнушка, казаки-разбойники. Основная цель какая? Надо найти спрятанного человека, надо уметь спрятаться, надо найти спрятанный предмет, надо уметь спрятать предмет. Даже детские секретики девчонки играли, когда вот стеклышко закапывали, там всякие цветочки ложили. Вот, это тоже надо уметь это сделать, замаскировать, и потом одна у другой там ищут. Был такой вариант игры в секретики, когда вот они друг у друга искали эти секретики. Потом даже прятали карту, на карте там писали, дойти до такого дерева. Это казаки-разбойники, разные варианты были. Плюс игра в войнушку. И вот это все, это что такое? Это нельзя это не заметить. Это ребенок играет, это в нем раскручивается в детстве все. Потом, ради бога, пускай он становится любым специалистом, бизнес, что хочет там, директором, каким угодно. Но в случае, если загорится красная лампочка, вот она у меня в жизни загоралась. Вот это все, вот эти все детские наработки, они вылезут, и они уже сработают во взрослом состоянии, потому что мозг на это заточен, понимаете? Вот я в Грозном был, 95-96 год, 2 командировки. Вот у меня это сработало, потому что мы все детство играли в войнушки, и там мама и землянки рыли, и там и жили, и, короче, вот, все сработало. То есть меня же этому никто не учил, как, чего, куда, какие там это поставить заслоны, какие там волчью яму сделать, на блокпосту были тоже. Как-то вот так вот. Люди училища военные заканчивали, и то я говорю, вы что, ну это же просто все. Надо вот здесь так сделать. Мозг сработал, хотя там, конечно, я там уже и забыл, во что мы там в детстве играли. Я там на Украине рос, в Литве рос, но вот эта как бы заточка, она осталась. Она осталась, и она сработала. Вот. Это важно, это важно. Вот, да, и это вот такой взгляд на физкультуру, вот для чего она нужна, вот как бы с этой точки зрения. Потом нужна она, я считаю, исходя из тех климатических условий, где мы живем. Вот у нас, смотрите, у нас зима скользкая, у нас осень тоже скользкая, весна скользкая. Значит, что нам нужно? Я считаю, больше давать на равновесие детям, чтобы они могли держать равновесие, чтобы не падали в грязь, не бились головой об лед там и так далее. Нужна сильная, крепкая стопа. Потому что вот эти все скользкие вопросы, надо прыгать, перепрыгивать, удерживаться. Это же и было. Было очень много игр, где надо было прыгать. Одни классики возьмите. Я вот 1 год попробовал проиграть игру в классике полностью, от начала до конца, так у меня 2 недели. Вообще голень болела, судорогой сводила. Это такая колоссальная нагрузка человек получает. Это вообще классно, понимаете? Возьмем Кавказ, там горы, там больше игр, где там камни бросать надо, где там перепрыгивать с одного места на другое. Но это оно так было, это нормально, это адекватно, понимаете? Оренбургские степи другое бегать. Человек, выросший на Волге, должен в первую очередь уметь плавать. Все остальное это ерунда, понимаете, как ты на Волге вырос и плавать не можешь. Это же нонсенс. Вот это все собирать, думать и делать. Так оно и в мире во всем делается. Вот. И борьбы, должно быть много борьбы, силовых игр, борцовских игр, потому что у нас большая страна, ее надо защищать, надо из мальчиков, мужчин и воинов воспитывать. Вот. И этого материала, вот, выше крыши, и того, и сего, и 5-го, 10-го. И в историю уйдите, в старину, там полно сейчас благо публикуются и фотографии, и все, как чего, и собранные этнографами, собранные в экспедициях.
Ну, по любой тематике, по любой тематике. Вот, значит, следующий блок игр, который сегодня я детям давал, ну, это, конечно, не все, но так, по чуть-чуть, это игры с палочкой, силовые игры. Ну, вот сейчас осень, я считаю, что дети пришли учиться, они полны сил, все-таки прошло лето, получили много витамин, запас, сейчас энергия прет, в отличие, кстати, от марта месяца, когда у нас полнейший авитаминоз, когда мы все ходим сонные, когда уже организм устал от зимы, там надо и с нагрузкой физической немножко аккуратненько смотреть. А сейчас что, будь здоров. Тем более, если так брать по традиции жизни народа, дергают, тащат свеклу, таскают мешки с картошкой, капусту, вот такие виды. Поэтому почему бы не давать силовые? А их же полно, их же очень много. И вот мы в этот период, я вот люблю давать и с палочкой игры, и, допустим, перетаскивание каната, всевозможные виды есть. Ну, такие силовые нагрузки, чтобы получалось, чтобы рука крепла, чтобы кисть становилась сильной. Первый вид. Двумя руками взялись. Кто кого перетащит на свою сторону. Раз, два, три. Спиной вперед. Нет, вдвоем. Поехали, тренируемся. Поехали, работаем, работаем, работаем. Пипец какой-то. Встаньте вот так. Вот линия. Одной рукой правой. Тянем, значит, в свою сторону, ты туда, я сюда. И рукой коснуться линии там. Понятно? А ты на той стороне. На середину надо встать, на середину. Логично. На середину. Итак, правой рукой взялись. Раз, два, четыре. Встаем спиной друг к другу. Спиной ко мне встань. Удерживаем палку сзади. Держи. И то же самое тянем в это положение. Понятно? Руки надо одинаково ставить. Приготовились. Раз, два, три, поехали. Есть. Смотрим сюда. Борьба за кость собаки. Я ее назвал. Это моя личная придумка. Берем палку за середину, чтобы кулаки касались друг друга. Понятно, нет? Да, и что? На середине. И вот у нас есть два конца у палки. Задача моя, чтобы одним из концов коснуться его. Любой части тела. Я коснулся, значит 1-0, дальше продолжаем. Понятно? До скольки? А мне вот этим концом давай, да? Или этим, или этим. Понял. Любым. А он до меня. По команде меняем руку. До скольки? Вот пока играете, кто выиграет. Потом поменяй руку по новой. Понятно, нет? Сначала правой рукой. Приготовились. И надо уворачиваться, двигаться, перемещаться. Ясненько, нет? Надо, не надо? Надо, конечно. Это живая, динамическая, силовая штука. Раз, два, три, поехали. Коснуться тела, это чисто моя как бы разработка, придумка. Вот такого нигде нет. Так как бы со стороны такая борьба как бы двух собак за кость происходит, непонятно, что там делается. Считаем там. Коснулся, 1-0. Итак, сначала правой рукой. Исходное положение внизу. Прямой хват ножа, как бы ножа прям нет. Вот так. Без помощи левой руки. Кто у кого вырвет. Или выкрутит, или вырвет. Задача завладеть палочкой. Приготовились? Поехали! Вот это вырывание палочек, ну, изначально я читал, что это норвежская борьба. Там, правда, играют с двумя палочками. Но потом, вот, занимаясь русской культурой, как-то встречал на сайтах у других коллективов похожие вещи. Там встают на линию и, допустим, не палочку, а кольцо или подкову. Вот подкову берут. Ну, футбол руками это такая больше, скажем так, развлекательная игра, но для меня, как для педагога, в ней есть хитрость. Какого рода хитрость? Там исходное положение, дети находятся головой вниз. Идет приток крови к головному мозгу. И если коллектив был усталый, уже подусталый, то можно дать такого рода игры, у меня еще парочку есть, когда они просто как-то это их встряхивает и бодрит, скажем так. Понимаете, это уже, ну,
как бы так, по наблюдениям. Но игра довольно-таки своеобразная, интересная. Ее дают часто аниматоры в различных местах, в домах отдыха. И вот мне люди приезжали, допустим, в Египте были, там им давали. Ну, почему бы нет? Почему бы нет? Пошире ноги сделай. Лицо прям. Артем, ноги прямые. Яна дальше встает спиной в круг. Тебе спиной надо отбивать. Если тебе забивают второй раз, ты совсем выходишь. Я могу выйти сразу, да? Сразу нельзя, ты стоишь спиной. Вот мы живем, я живу в Самарской области. Здесь у нас немножко так. Оказывается, я и сам этого не знал. Но я был по приглашению, допустим, в городе Новосибирске. Там мне, значит, дали детей, старшие классы школы, где-то 8 классы. Ну, я им там, значит, показываю разные виды догонялок. Вот. И дети стали играть. И они стали кричать. Что-то они кричат такое, я даже не пойму, что они кричат. Я игру остановил, я говорю, идите сюда, что вы орете? Они ЧК. Я говорю, что за ЧК? Ну как же, вот, зачеканил. Я говорю, как же зачеканил? А замаял? У нас же говорят, замаял, то есть коснулся, ну, передал там. А у них, они даже мая слова такого не слышали, дети. Они на меня смотрят, как на индейцев какого-то, не понимают, о чем я им говорю, понимаете? Как будто я с ними разговариваю на иностранном языке. Вот это удивительно, вот это классно. А у них ЧК, зачеканил, а у нас замаял, мая, то есть ты вода. ЧК, вот они кричат, а у нас кричат мая, замаял, понимаете? Вот это же классно, это же сохранилось без всяких педагогов. Это дети сохранили, донесли. Какой? 21 век. Во как. Это здорово, это надо беречь, это надо учитывать, надо знать. А в других регионах еще по-разному там называется вот это все. Вот это детский игровой язык. Конечно же, масса всяких прибаудок, масса считалок, масса способов определения, допустим, вводящего. Топор, сиди как вор и не выглядывая во двор. Вот этих прибаудок масса при игре, допустим, в прятки. Кто по городу не ходит, то 4 кона водит. А найденные, вот они подсказывают тем, кто сидят. Там пила, лети как стрела. То есть в воду ушел далеко, можно добежать и застучать, в застуку играть. Понимаете? Вот это так много. Если открыть там, допустим, форумы, об этом разговаривают в интернете, но это просто, можно книги писать про это. Вот приходят, допустим, ко мне студенты. Я говорю, инвалида знаем. Я говорю, как играем? Вот так. Я говорю, понятно. Нет, а мы не так играли. А вы где жили? А мы в той школе, а мы в том квартале. Понимаете, я говорю, а у вас что? А у нас вот это было. Они говорят, а у нас не было. А у нас было. Понимаете, вот это все, когда там. Для меня же это опыт, для меня же это багаж. Вот в этом-то счастье. То, что эти рассказывают так. И вот с этого игра обрастает какими-то новыми понятиями. Вот сколько времени я не знал, мы играли без воды. А вот недавно девочка, она говорит, а у нас было сколько времени? Я говорю, а что такое сколько времени в игре, допустим, в 11? А это вот так, если забылся, ловишь мяч, говорит, сколько времени? Я говорю, нифига себе. Вот, а у нас не было это, понимаете? А здесь есть вот. Вот она, потому что, а ты откуда родом? Ты где? А мы там росли, а мы там, и вот там. Вот это все богатство нашего народа, ребята. Это как это не изучать? 60 видов. Летние, зимние олимпиады, вот это бегать, все это, этот волейбол, футбол, да там гандбол. У меня гандболистский, вот я сколько, 10 лет в колледже преподаю, у меня приходят спортсменки учиться, гандболистский. У меня ни одной здоровой девочки еще не было. Все больные, все переломанные. Зачем это надо, кому это надо, в 16 лет ты уже вся переломанная. То есть тебе тренер твой великий, уже жизнь твою убил. Девчонки. ЖЗ, женское здоровье, вот у меня в приоритете большими буквами стоит. Ей рожать, ей воспитывать, ей мама не горюй. Кому надо? Что такое гандбол? Да просто игра, это ручной мяч. Да я даю его с полпинка, этот ручной мяч, да еще кучу разных заданий, не только там ворота забить, а там донести мяч отдать. Это масса всего, но это легко, это просто поиграли и забыли. Никто жизни-то не ложит на эту глупость, понимаете? А вот они кладут на алтарь этого гандбола здоровье девчонок. Да, раньше можно было нагрузки давать, когда у нас продукты были хорошие, когда у нас экология была, когда творог был творогом, мясо было мясом, и молоко было молоком. Когда с детства кости крепкие были, связки, сухожилия, все это было крепко. А сейчас что они едят? Что мы сейчас едим? Там все полуживое.
А нагрузки-то те остались. Потому что им надо первые места занимать. Понимаете? Вот они ломаются, девчонки. Вот и все. Ну, проблема внедрения игр в практику педагогическую я вижу только в одном. Незнание игрового материала. Игру надо полюбить. Надо, чтобы в ней проснулся к ней какой-то интерес, заинтересоваться. Тем более еще, вот мое поколение, ну все играло. И что в этом такого, если это не передать детям? Здесь это произойдет только в одном случае, если игру педагог будет любить. Материала полно. Было бы желание, все можно найти, все можно прочитать, детей можно заинтересовать. Ничего сложного нет, это не высшая математика. Вот у меня жена, она вот из Тольятти, нам, говорит, девчонками даже стрёмно было сесть на скамеечку. На скамеечках сидели бабушки. Мы были целый день в движении. Игр было миллион, разных игр. И оригами было там, сказка оригами, вот это все, жил-был мужик, был у него поле, продал он часть поля, там перекладываешь, делаешь разные фигурки, и пальчиковые игры были, догонялки были, и прятки, и настольные игры были там. У нас в Тольятти игра шарабешка в разных видах, в Чебоксарах шобола, вошка, на вазе до сих пор мужики играют, понимаете, все было, все. А ты кто? Ты педагог, ну ты, все ж просто. Здесь же ничего такого великого не надо делать. Надо, понимаете, посмотреть, вот лето, значит, можно в это поиграть, зимой, значит, можно в другое поиграть. Любить надо, без любви здесь вообще ничего не получится. Никакими программами, никакими ВГОСами, никак-то. Если это есть, то есть, если этого нет, то нет. Вот яркий пример я рассказываю, то, что дедушка такая борода, ну, я его знаю, у нас там в квартале живет, они там такие собираются, там всех ругают, они вот всех учат, так вот, между стариками-то там, да. И, в смысле, правительство учат, как жить, они все знают. Ага, это дедушка внука. А внук бегает с мячиком, не знает, что с этим мячиком делать вообще в априори. Внучок такой немножко пухленький, видно, его от компьютера оторвали. Я говорю, а что ты? Научил бы чай в детстве. Ой, мы в детстве много играли. Так я говорю, так и научил. Да, они такие сики. Какие такие сики? Я говорю, в чужая играл. Так научи, что там долго эту палку выстрогать. Все. Ой, ничего не надо. Вот, я не понимаю, почему не происходит преемственность культуры. Почему этот заумный старик, вот ему языком потрещать, да, там где-то пиво попить, а вот своему внуку объяснить, показать игру, этого нет. Потом я вот вспоминаю, играли в футбол, ну, всегда с нами вот мужик был или два мужика, которые, вот, ну, любитель, допустим, футбола, которые то же самое. Как-то вот, это же не только в играх было, это было на заводах, когда приходил молодой, старый мастер его натаскивал, учил. Это было везде, в академиях, да везде это было. И сейчас вот эти разрывы в 90-х как пошли, вот это все разорвалось. Так и сейчас, благо, еще дети. Дети это вообще уникальные личности, они играют, я не знаю, как в Москве. Говорят, в Москве не играет. Ну и то. Говорят те, кто не знает. Я в Москве 2 раза семинарил. Вот приглашаю, меня там Юля приглашала, значит, семинарить по играм. У нее девчонка, она, вот они ни во что не играют. Я говорю, минуточку, иди сюда. ЖПМ играем. Она на меня, а что за ЖПМ? А ты не знаешь, а я знаю, и вот твоя дочка знает, понимаешь? Потом там 1, 2, 3, 4, 5 игру. Она все знает, она там игры, хлопалки знает, адзюба, вот это все. Дон, Дерри, Дон, Санчес, Бэби. Она все пока, она шары такие, да как? Я говорю, надо детей просто немножко, ну, мы же не с Луны не прилетели, мы же тоже детьми были. Немножко вспомните себя, как это все работает, и все будет нормально у вас. Вот. Дети, это оно идет игровой, у них процесс-то у детей, надо просто замечать его. Сейчас вот уникальное событие случилось, это когда нас всех по домам позакрывали, и мы как сумасшедшие, дети, видно, переиграли, пересмотрели вот этих, ну, игр всяких на стол. И кончилось чем? Among Us игра, допустим, компьютерная, они ее вытащили на улицу, они ее сделали, вот не знаю как где, но в Тольятти, они сделали подвижную игру. Понимаете, там элементы догонялок, то все, но она чем сложна, она сюжетно-ролевая игра. Самый сложный блок игры это сюжетно-ролевые, когда распределяются роли и когда нужно выполнять те или иные задания. Здесь вот бегали, 2 класс играли. Или у меня моя сына в 3 классе, бабушка Грэмми. Это такая старуха там с дубиной ходит. Они тоже ее сделали подвижной. То есть,
делали вместо дубины там бумажку кульком сворачивали. И это были догонялки, надо было догнать, ударить, треснуть, треснул, на тебе, значит, ты, бабушка, грянет. То есть, понимаете, до чего дошло. Вот. Но это вот была психологически такая зажимуха вот этого ковида, то, что сидели. Это если у нас раньше были одни герои, но сейчас у них вот такие герои. И еще благо, что это все-таки вышло и в какую-то подвижность стало. Вот если московские прятки, это у нас зомби-заражение. Игра-то одна и та же, там надо нашел, увидел, надо догнать, его дотронуться, значит, как зомбозаражение произошло. Это московские прятки, по сути, правила этой игры, понимаете? Вот новые герои, ехал Лунтик на тележке, продавал свои орешки, они есть и в считалках, эти новые герои. Жизнь меняется, но самый кайф, что остается, движение остается.